Всем привет, это Кинолания. Премьер на этой неделе у нас чуть поменьше, но сами по себе они гораздо круче. В общем, выбрать один фильм мы так и не смогли, поэтому будем рассказывать сразу о двух. И начинаем мы с Голливуда. Долгожданная космическая драма «К звездам» спустя месяц после премьеры наконец дошла и до массового зрителя. Брэд Питт и компания создали сильное и красивое кино, не похожее на другие фильмы о космосе. Все происходит в будущем, когда человечество всерьез продвинулось в изучении космоса. На Луне построили космический порт, на Марсе – колонию. Главный герой – астронавт Рой в исполнении Брэда Питта. Много лет назад его отец пропал во время космической экспедиции, а теперь вдруг на орбите Нептуна происходит всплеск энергии. Он грозит уничтожением всей Вселенной, и отец Роя может иметь к нему прямое отношение. Именно Рой и отправится в космическое путешествие, чтобы хотя бы попытаться всех спасти. «К звездам» с первого же трейлера буквально напрашивался на сравнение с нолановским «Интерстелларом», и некоторые схожие детали у этих фильмов действительно есть. Тема одиночества в космосе, попытка спасти родную планету. Но при этом есть принципиальная разница. Если «Интерстеллар» — это все-таки кино о космосе, то «К звездам» больше концентрируется на внутренних переживаниях человека. По духу он ближе к прошлогоднему «Человеку на Луне». Те же неспешность, монотонность и внимание к деталям. Вообще, «К звездам» практически все 2 часа своего хронометража держится на одном человеке. Весь фильм – это сольный бенефис Брэда Питта, который играет свою роль сдержанно, сурово и отстраненно. Вообще для Питта этот год получается очень удачным, ведь у него уже есть великолепная роль в тарантиновском «Однажды в Голливуде». И еще один важный плюс – это визуал. Режиссер фильма Джеймс Грей известен своей дотошностью в построении каждого кадра, а оператор Хойте ван Хойтема – настоящий профи в космическом кино. Если вдруг вы забыли, то именно он снимал «Интерстеллар», так что вас ждут долгие и очень красивые планы и виды Вселенной. Подводя итог, если вы идете на «К звездам» исключительно ради зубодробительного космического экшена, вас, скорее всего, ждет облом. А вот если вы идете за глубокой серьезной историей и, в том числе, экшеном, вам этот фильм точно понравится. 2 часа красоты и размышлений вам обеспечены. Ну а тех, кому все же нужен экшен, в кино ждет российский шпионский боевик «Герой». Не нужно скепсиса, этот фильм даже на стадии трейлера выглядит очень достойно, а великолепный актерский состав вызывает доверие. Но об этом всем попозже, пока давайте о сюжете. 15 лет назад Андрей прошел обучение в секретной школе, где из подростков готовили агентов службы внешней разведки. Школой руководил отец парня, полковник Родин. Когда экспериментальный проект закрыли, Андрей остался в Европе и забыл о прошлом. Но однажды ему звонит отец, которого все считали погибшим. Он сообщает, что на Андрея открыта охота. Но кто решил его уничтожить, неизвестно. Спасаясь бегством, он находит Машу, с которой учился в спецшколе. Ну а теперь настала пора поговорить об актерском составе. В масштабах России представить каст круче просто невозможно. За старшее поколение здесь отвечают 2 крутейших отечественных актера – Владимир Машков и Константин Лавроненко. Молодежь пойдет смотреть на Александра Петрова, а за красоту здесь отвечает невероятная Светлана Ходченкова. И поверьте, сцены драк с ее участием реально крутые. С точки зрения визуала видно, что героя делали на совесть. Красивые виды, приятная картинка и крутые боевые сцены. Фильм снимали в Латвии, Крыму и Калининграде, и все это с бюджетом в каких-то $4 миллиона. Кстати, авторы решили особое внимание уделить реалистичности. Именно поэтому уже готовый сценарий предложили прочитать представителям спецслужб. Поговаривают, что они назвали героя одним из самых правдоподобных фильмов. В общем, подводя итог, возможно, герой и не дотягивает до фильмов уровня Джейсона Борна, однако его смело можно называть хорошим шпионским боевиком. Поклонникам жанра смотреть обязательно, поклонникам Петрова и компании тоже. Скучно вам точно не будет. Ну а если ни один из этих фильмов вас не заинтересовал, ловите еще 3 новинок. Возможно, какую-то из них вы захотите посмотреть на большом экране. В кино показывают драму «После свадьбы». Главная героиня Изабель работает в приюте в Индии, спасая жизни маленьким детям. Денег в приюте вечно не хватает, и тут выясняется, что им готова помочь очень богатая женщина из Нью-Йорка. Их встреча проходит успешно, но все меняется, когда Изабель случайно встречает ее мужа. Старые тайны раскроются, а неожиданные повороты сюжета точно вас удивят.
А еще на больших экранах идет комедия «Призрачный патруль». Это фильм о ребятах, которые рассказывают о своей якобы борьбе с привидениями и прочей нечистью в успешном телешоу. И все бы ничего, но однажды они попадают в заброшенный особняк, в котором реально живет что-то потустороннее. Ну и новиночкой для детей. В кино стартовал мультфильм «Улетные букашки». В центре истории светлячок Динь-Динь, главная звезда в своей деревне. Но вдруг появляется инопланетный робот Аврора, забравший всю славу Динь-Динь. Обиженный на всю деревню и ослепленный завистью, светлячок попадает в ловушку коварного хитрого мыша, который мечтает уничтожить поселение букашек. Авроре и Динь-Динь предстоит стать одной командой, чтобы спасти родной дом. Ну а еще в кино вас ждет больше десятка фильмов, хотя бы один из которых точно вас заинтересует. А вот здесь выбирать было уже очень сложно. Все потому, что фильмов о космосе огромное количество, и очень многие из них действительно must-see. Здесь у нас «Интерстеллар», «Гравитация», «Прибытие», «Человек на Луне», а еще отечественные «Время первых» и «Солярис». В общем, выбирать есть из чего. Но остановились мы в итоге на фильме, который, возможно, был не таким масштабным, но произвел не меньший эффект. Сегодня в рубрике Must See фильм «Луна-2112», один из лучших представителей жанра научной фантастики. События происходят на Луне. Здесь, на станции по добыче редкого газа, работает единственный на весь спутник человек – Сэм. Компанию ему составляет лишь робот по имени Герти. По контракту Сэм должен отработать на станции 3 года, и теперь его срок подходит к концу. Но за 2 недели до возвращения домой Сэм по случайности встречает своего будущего сменщика. Все, дальше ничего рассказывать не буду, ибо все, что будет происходить далее, просто взорвет вам мозг. «Луна-2112» умудряется рассказывать действительно свежую и оригинальную историю с оригинальным сюжетным поворотом. И все это делается за смешные по голливудским меркам деньги, каких-то 5 миллионов долларов. Актеров в фильме, по сути, всего один – Сэм Роквелл. Это сейчас он оскароносный, а тогда он не был звездой такого масштаба. Его игра в фильме – нечто запредельное сильная, определенно одна из лучших ролей в его карьере. В целом же нет никакой необходимости приводить какие-то доводы в пользу Луны. Этот фильм обязательно нужно посмотреть тем, кто любит хорошие фильмы про космос, да и вообще любит хорошее кино. Просто включайте и наслаждайтесь. Суровая лунная атмосфера, ощущение одиночества и неожиданный поворот. Все это вам обеспечено. Ну а у нас на этом все. Смотрите хорошие фильмы и увидимся в кино.